Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В селе Намсы состоится спартакиада среди сотрудников органов внутренних дел, посвященная столетию образования Намской милиции. Соревнования по служебно-прикладным и национальным видам спорта пройдут с 12 по 14 июля. Спартакиада проводится по 10 дисциплинам: стрельба из автомата Калашникова и пистолета Макарова, борьба хапсагай, масс-рестлинг, военизированная эстафета, легкоатлетическая эстафета, шахматы, национальные прыжки, перетягивание каната, волейбол, мини-футбол. 18-летний житель Усть-Алданского района проиграл украденные деньги на спортивных ставках. Местный житель рассказал, что с его банковской карты украли деньги. При этом он никому не сообщал данные банковской карты. Злоумышленником оказался 18-летний юноша. Он купил в салоне связи новую сим-карту и позже выяснил, что к ней привязана банковская карта прежнего владельца номера. Затем злоумышленник с помощью услуги «Мобильный банк» совершил переводы денег, похитив таким образом 10,5 тысяч рублей. По словам подозреваемого, все украденное он проиграл на спортивных ставках. Подозревается в угоне машины у бывшей жены. Потерпевшая рассказала, что временно оставила машину у своего бывшего супруга. Вернувшись, она обнаружила пропажу автомашины. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению кражи бывшего супруга потерпевшей, 39-летнего безработного уроженца Чоропчинского района. Установлено, что мужчина втайне от бывшей жены продал принадлежащую ей машину за 430 тысяч рублей. Конфликт, возникший в социальных сетях, привел к возбуждению уголовного дела. В полицию Алекминского района поступило донесение из больницы о том, что к ним обратилась избитая девушка. Выяснилось, что к этому причастен ее 17-летний одноклассник. Перед случившимся молодой человек поссорился с другой молодой девушкой, проживающей за пределами района. Конфликт произошел на странице одной из социальных сетей. Обиженная девушка пожаловалась на поведение молодого человека своей подруги, которая является его одноклассницей и проживает с ним в одном населенном пункте. В один из дней молодой человек, улучив удобный момент, получил доступ к смартфону потерпевшей и перенес некоторые ее фотографии себе. После этого виртуальный конфликт перетек во вполне реальную плоскость. Во время разбирательств между одноклассниками возникла потасовка, завершившаяся тем, что молодой человек сломал девушке челюсть, нанес ссадины и гематомы. Жители Аймиконского района осуждены за проникновение в чужое жилище, хищение и причинение средней тяжести вреда здоровью. Установлено, что этой весной пьяные подсудимые из-за неприязни к знакомому из поселка Устнера Аймиконского района решили проникнуть в его дом. Женщина разбила окно дома, проникла внутрь, открыла дверь и впустила в дом своего приятеля. Подсудимая, увидев на столе сотовый телефон, прикарманила его. Подсудимый избил хозяина дома, который в этот момент был там. Подсудимые признали вину, их приговорили к 4 годам в колонии общего режима. Власти Индонезии задержали вторую партию отходов, незаконно ввезенных в страну меньше, чем за месяц. 210 тонн мусора планируют отправить назад в Австралию, откуда прибыл груз. Подробности в следующем репортаже рассказывает Никита Конев. Власти Индонезии отправят обратно в Австралию 210 тонн незаконно ввезенного мусора. 8 контейнеров были задержаны в порту Сурабаи, второго по величине города страны. В них находились пластиковые бутылки, использованные подгузники и электроника. По словам представителя таможни, за доставку отвечают 3 компании. Им же предстоит заняться возвращением этой партии. Сейчас полиция проводит расследование. Это уже второй подобный инцидент меньше, чем за месяц. В прошлый раз власти отправили назад в Канаду бумажные отходы. Индонезия и соседние страны, Малайзия и Филиппины, столкнулись с этой проблемой после того, как импорт мусора запретил Китай. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.